Ну, я сам по образованию эколог, да, и, конечно, как все знают и понимают, да, у нас, ну, очень сильно меняется климат. И меня это интересовало, и, с другой стороны, я, ну, долгое время работал в службе спасения. И поэтому я, ну, уделял внимание таким проблемам, которые ну, которые дают знания, да, как у нас меняется мир, что нам ждать. Какие-то хорошие моменты есть, какие-то опасные, чрезвычайные ситуации. У нас, ну, в республике сейчас вот такая практика, когда чрезвычайная ситуация случается, мы подпрыгиваем и начинаем всех спасать героически, помогать, отстраивать там и так далее. Но очень много же можно предвидеть заранее, чуть-чуть там анализ делать нужные работы, и можно предусмотреть и заранее подготовиться. И вот меня привлек этот остров Бенетта из-за того, что по космическим съемкам, да, он иногда выбрасывает дымы, огромные шлейфы дыма. Они доходят до Канады, до Аляски иногда. И, конечно, зародилась мысль, что там есть вулкан. А так как Бенетта относится к Якутии, Булунскому Лусу, то есть получается, что живой вулкан, ну, в нашей республике есть. И, конечно, хотелось бы его изучить. И в связи с тем, что льды Северного Ледовитого океана с каждым годом все дальше уходят на юг, то получается, что какое-то время в году остров Бенетта оказывается, ну, на открытой воде. Это почти 1000 километров от Тикси. Мы всегда говорим, что самый суровый северный поселок, а от него еще 1000 километров почти на север. И, конечно, захотелось побывать на нем и изучить. А так как он, ну, в советское время там всегда льды были, и причем зимой там начинается Великая Сибирская полыния. Она не замерзает. То есть всю зиму там идет ледоход. И летом также ледоход шел. Поэтому остров крайне труднодоступный, одиноко стоит в океане, и по нему очень скудные, ну, научные данные. И, конечно, хотелось это изучить, и я посоветовался со своими друзьями, и мы дали заявку в Русское географическое общество, что хотим изучить этот остров и просим поддержать. И еще один момент, да, который меня привлек, это когда начал изучать историю Бенетта, мне наткнулись статьи сенаторов США, которые, ну, были такие, которые претендуют на эти острова. А сейчас, как вы понимаете, международная обстановка сложная, и в Арктике она начинает обостряться в связи с тем, что льдов меньше и так далее. И, конечно, любую зацепку там, ну, могут использовать в современных ситуациях. И в арктической доктрине США там написано, если в Арктике не используемые земли бесхозные, то они считаются ничейными. И поэтому из-за этого еще больше захотелось побывать. И Русское географическое общество, ну, в принципе, поддержало эту идею. И мы стали готовиться. Вот перерыли кучу материалов, да, вот нашли труды вот Эдуарда Толля, это барон, который там потерялся, организовал первую полярную экспедицию в 1902 году. Когда он выходил туда, его аж император России провожал в Санкт-Петербурге. Очень была, ну, такая мощная экспедиция. Он 2 года туда добирался. И в конце концов из-за льдов они не смогли дойти, и он пошел пешком туда. На байдарках было 2 наших земляка,
Устьянский, Горохов, и это Дьяконов, в некоторых трудах пишут протодиаконов, и астроном Зейберг. И вчетвером они дошли до Беннетта и потом пропали. И в поисках их, вот лейтенант Колчак, тоже мы его труды нашли. Вот. И он дошел до Беннетта, нашел записку Эдуарда Толля. То, что они там были, искали землю Санникова. И после этого записка, что они направились на юг. И, видимо, в этих льдах они потерялись. И когда мы стали готовить экспедицию, и нам, конечно, хотелось подчеркнуть, что чья-то земля. Поэтому у нас цели были такие, там установить жилище якутское, Балаган, потому что его, во-первых, строить не надо кранов. Во-вторых, это традиционное жилище, которое приспособлено к экстремальному климату. И, естественно, если балаган есть, то надо серьге поставить. Серьге мы ставили, его сделал Павлов Александр, энтузиаст, он лично взялся сделать, лично сделал. Это и был очень доволен, да, рад, что мы смогли довести туда. И мы, естественно, как местные жители, мы старались соблюдать все обычаи, которые серь томы, тутугатату. И когда наша задумка такая была, мы искали способ, как туда доставить. Оказалось, в нашей республике нету судов с допуском такие высокие широты. А если арендовать судно где-то в Архангельске или Мурманске, очень дорого. Сутки там больше 1 000 000 рублей. А оттуда идти это там 3-4 недели надо. То есть таких, естественно, средств не было. И мы решили использовать надувные катамараны. Мы знали, что на них делали кругосветные путешествия там. Поэтому, думали, ПВХ, вот этот новый материал, он не как резиновая лодка, конечно. Из него и домкраты делают там 10-тонные, 20-тонные там, вещи поднимают. То есть он достаточно крепкий, но на севере, конечно, на них очень редко ходили. В основном из-за льдов, конечно, и достаточно там жесткие условия. У воды находишься, полметра у воды, на открытом месте, там все, и сырость, и ветер, и снег, там все достаточно жестко. Но в команде были местные ребята, все местные, в основном спасатели со службы спасения. И был один блогер, скажем, Санкт-Петербурга, который переехал сюда. И вот когда мы завершали экспедицию, в этом году, на завершающем этапе нас было 8 человек. Но ни одного моряка не было. И морского опыта у нас не было. По ходу пьесы мы его нарабатывали. Мы остановились на том, что эти катамараны используем. Был один речной катамаран, мы его переделали, потому что он весь был, металлический каркас на заклепках. Мы просто, интуитивно и как спасатели понимали, что при долгом раскачивании заклепки там не выдержат, никакая сварка не выдержит, и поэтому его каркас мы укрепили веревками. А второе судно мы сделали уже не катамаран, а тримаран. У нас 13 метров вот эта длина, и 90 сантиметров диаметр. Просто мы посчитали чисто
по-крестьянски, скажем, по-якутски. Вот если у нас метр диаметр, 13 метров, это, ну, получается 13 кубов, да, воздуха. А бочка, например, 200 литров. Это значит, ну, 1 куб 5 бочек. И 5 умножим на 13, у нас получается 65 бочек с одного борта, 65 бочек с другого. Ну, просто так не утопишь, если вот это, ну, не продырявится, скажем. И поэтому мы второе судно еще сделали не катамаран, а тримаран. В середине тоже поставили, чтобы, ну, перевести стройматериалы. И ребята сами придумали транис. Заводского никакого решения не было. Мы даже когда оформляли там документы, ну, на выезд, там границу надо пересекать. И там мы запутывались в тех моментах, где надо судно, в какой судоверфи сделано там. У нас, конечно, судоверфи не было. Но то, что мы расчеты сделали правильно, ну, подтверждает то, что мы живые, здоровые приехали. И мы в общем за эту экспедицию, да, мы 4 раза пересекали море Лаптевых и 2 раза пересекли Восточно-Сибирское море. И потом достаточно вот такие большие и опасные есть эти проливы. Дмитрия Лаптева, Этерикен. Очень сложно. Ну, там течение и встречные ветры, ну, волна даже в спокойную погоду там есть. Дмитрия Санникова пролив. И тоже вот, ну, единственное, где мы встретили льды, это был Благовещенский пролив. А так по всему маршруту, ну, больше льдов не было. И по сравнению с тем, как ходил 120 лет назад Колчак, он большую часть там по льдам тащил вельбот. А у нас вот открытое море, вот настолько изменился климат. И здесь, ну, выходит, конечно, вот такая логика. Если есть вулкан, если есть открытая вода, получается теоретически, ну, возможность цунами. Да? А у нас в тундре все поселки находятся на очень низких берегах. Вот километр отъедешь от этого поселка, там уже как будто дома стоят на воде. Поэтому я считаю, что по итогам этой, ну, нашей экспедиции там нужно активизировать работы по сейсмологии, поставить сеть датчиков, сеть предупреждения цунами по аналогии, которые МЧС имеет там на Дальнем Востоке. Хотя у нас вот, ну, 2–2,5 месяца открытая вода, но может время совпасть, и, ну, похоже, что этот период будет увеличиваться с каждым годом. И когда мы ехали в экспедицию, в эхолоте мы видели очень много рыбы, косяки рыбы, просто друг за другом идут. Поэтому у меня тоже появилось предложение о том, чтобы в Якутске, ну, активнее изучать морскую биологию, вот приполярную. Может, кафедру открыть в университете, потому что, ну, целые государства, они как бы живут на рыбе, да? И, возможно, вот эта вода теплеет, и рыба смещается вот на север. И, ну, в скором времени, возможно, там будет, ну, промысел делать рыбный. Если вот, ну, несколько месяцев вода позволяет работать там, ну, почему бы не готовиться? То есть не всегда климат плохие вести приносит, а может быть дополнительные будут, ну, хозяйственная деятельность. Там, для всех арктических районов это полезно. И потом, когда мы были на Бенетто, естественно, ну, хотелось сравнить с данными, которые получали люди, которые раньше там, ну, были. И
Но сейчас можно сказать, что там 28 видов птиц обитает. Вот всех медведей, которые мы видели, мы их снимали на фото, видео, потом сравнивали. И пришли к выводу, на этой маленькой территории 4 разных медведя мы видели, по крайней мере. Большие лежбища этих моржей есть, и на скалистых берегах там это большие птичьи базары. А птичьи базары, да, их птиц же, как комсомольским призывом на север не отправишь, еда, значит, есть. А если еда есть, значит, рыба есть. Тогда опять надо вот эти, проводить эти изучения. И один момент нам не успели просто мы сделать. В планах стояло у нас провести подводные съемки дна около Беннетта, в тех местах, откуда выходят дымы. Потому что в 1974 году там судно проходило, и в 1983 году. И за 9 лет там они отметили, что дно выросло на 12 метров. А так как с 1983 года почти 40 лет прошло, вот этот конус подводного вулкана, наверное, он может уже на поверхности. Но когда мы были на Беннетте, мы занимались вот строительством дома, да, и чтобы катамаран не шаркался об камни на прибое, мы с помощью лебедки там тянули и вытянули его насухо, чтобы он не болтался. Чуть-чуть волна доходила до носа. И у нас перед отъездом случилась такая ситуация. Мы готовили ужин. А так как газовая плита у нас есть, поэтому делали это на катамаране. На берегу, но в самой каюте. И я внутри был, я не заметил, откуда пришла волна. Огромная волна ударила, и вот то, что мы готовили, там, наша кастрюля, это чайник, я эти сгущенки банки еще открыл. И от удара все перелетело через мою голову там, на другую стенку. Думали, что такое. И развернула катамаран, и вторая волна ударила, и транец, мотор там все оторвало. Я еле успел выключить газовый этот баллон. И катамаран утянуло в море. И море после этого успокоилось. С трудом, но это катамаран вытянули на берег. И потом стали перед задачей, что нам обратно ехать. И из 2 катамаранов надо собрать 1. А волны, да, они были такие, как иногда бывает в тихую погоду на реке. Какой-то пароход пройдет, после него волны большие приходят и опять успокаивают. Там была очень похожая такая картина. И та вершина подводного вулкана, которую мы должны были исследовать, от нас находилась там 3,5 километра, ровно напротив. И все-таки, мне кажется, это дыхание вот этого подводного вулкана, она там есть. И, к сожалению, мы должны были поставить там автономные сейсмодатчики, но в связи с санкциями их сейчас нет. Надо делать, во-первых, свои отечественные датчики и сделать, я уже в технопарке разговаривал нашем, автоматическую спутниковую передачу данных, чтобы можно было на разных островах поставить и проводить эти сейсмические учения. И надо сказать, что на самом острове тоже есть горы, один в один там вулкан. Мы к первому вулкану, когда подошли, сверху спустился огромный белый медведь. И
нам пришлось искать другое место ночевки. И что вот интересно в этом, на этом острове, вокруг него всегда вода парит. Мне кажется, она теплее. Вот зимой бывает возле ТЭЦ, там где-то вода парит, и там такая же. Потому что мы подходили к нему вообще при хорошей погоде. Горизонт был, ну, на 100 километров, скажем, видно. Только острова мы впереди не видели. Хотя он 426 метров высотой. Мы подошли буквально там на 20 километров. Я уже звонил погранслужбу, что мы пересекаем государственную границу, а острова не видел. Я еще в душе думал, неужели мы промахнулись там? Он же маленький в океане. Но он оказался перед нами ровным. Просто вот те белые там полоски наверху были, мы думали, это облака, а это, оказывается, ледники на вершине этого острова. А перед нами все это стена острова. И сразу появились там моржи, там все это, такая живность экзотическая. И очень удивило, я еще когда вот труды Колчака читал, удивило то, что он писал «Чистая вода». Там можно дайвингом заниматься, настолько вот чистая вода. Очень отличается от местности там Новосибирских островов или Ляховских. Изумрудная такого цвета вода. И ну вот, что мы еще сделали? Ну, в память о первопроходцах Арктики, потому что до нас там были, героические были люди, поставили крест православный, здесь его в епархии освящали перед выездом, и как бы отдали дань уважения тем людям, которые там были. А что касается успехов экспедиции, да, она была из-за того, что основательно готовились. У нас была здесь группа поддержки, которые нам передавали там все сводки погоды, они у себя анализировали, потому что прогноз погоды, сами знаете, здесь-то он может наврать что-нибудь, а там тем более. Поэтому смотрели там из разных источников, знали, где находятся льды и так далее. Да? И, конечно, нас благословили здесь все наши близкие. Эдейдора очень помогла. Она так хорошо нас напутствовала дорогу. Мы там, конечно, старались все придерживаться. И интересно вот такой момент, да, там в Тихсе, например, если собрать штиль в течение года, то это 7 суток только, остальное ветер, только направление меняет. Вот, когда были в Нижнеянске, мы почти неделю ждали погоды. Было, настолько сильные ветра были. А здесь в штабе у меня сын, руководил этим штабом, он имеет навыки работы с компьютерными разными этими программами, он и спутниковые заглядывал программы, и всякие. И мне звонит, говорит, что погода установилась, и давайте вперед. Поэтому мы ночью поехали из Нижнеянска. Он сказал, вот пятачок такой тихой погоды, да, где-то полдня. Ага. Но он идет, смещается на север. Если вы за него зацепитесь, пройдете. И получилось так, что мы ровно шли за этим, более-менее тихим участком. Очень быстро собрали наш стройматериал, когда дошли до Ляховского. Перешли море Лаптевых. На Ляховском вообще это
загрузили и дальше поехали, чтобы не отстать от этого. И вот на 5-е сутки мы до Беннета добрались. И не было времени остановиться там где-то на островах, потому что ну, из этого графика выпадешь, и все. И у нас получилось 5 дней спокойной погоды. Когда вот в Тихте, говорю, за год 7 дней набирается. А у нас вот такое необычное. И все местные ребята, которые мы разговаривали, тоже говорили, как вам повезло. И когда мы были на Беннете, закончили работы, собрали вот этот катамаран по новой, его надо было настроить. И когда мы выезжали, заехали в одну бухту, которая в первый день нам помогла очень. Потому что мы засветло туда прибыли, но засмотрелись на моржей, там, на медведей, там снимали, там вообще, вот, как сказка, все в тумане, такие скалы, как замки там из тумана выходят, и мы там пока удивлялись, мы время упустили. Очень густой туман, и когда мы за мыс зашли, оказывается, там штормит капитально, и около скал там бушует просто море. И мы долго не могли пристать и пришли обратно. И в темноте вот искали на слух, где не ревет, и зашли в бухту такую. И настолько сильно устали, что даже не выставили дежурного от медведей. Там с двух сторон, как бы скалы, такая бухточка. А когда обратно вышли, тоже у нас, поставили мотор, а он не тянет. И пришлось опять в эту бухту останавливаться. Я вот посмотрел все данные по картографии там и так далее. Бухта не имеет названия. И есть желание такое, да, вот в честь тех людей, кто нас дал, молился за нас, да, скажем, и назвать бухту в честь супруги Любомировны. В принципе, вот, русское географическое общество, она поддерживает. Раз нету названия, то почему бы нет? И этим хотел бы я показать вот, и молодому поколению о том, что надо изучать свой край, да. Еще очень много неоткрытых мест, да. У нас сейчас вот привыкло вот поколение там IT, думают, с космоса все видно там, что это. А на самом деле даже внутри нашей республики очень много удивительных и таких загадочных мест. Так что там всем хватит для экспедиций, поисков и открытий. Вот Сибянкёль очень интересует. Удивительно, но об этом озере у нас знаний, наверное, как будто это озеро находится на обратной стороне Луны. Какие виды рыб там, даже толком, вот какие глубины там. Знаем, что она глубокая, кто 150 пишет, 140 метров. Огромные объемы пресной воды, чистейшее озеро там, неизученное. Так как пример. В Леневском есть кратеры вулканов. Тоже их видно прямо на карте, что это кратеры, но тоже, насколько они исследованы там. Почти в каждом районе можно найти такие интересные места. Пещеры есть. То есть, есть как бы куда двигаться, но надо проанализировать. И хотелось бы до логического конца провести итоги этой экспедиции, чтобы она была не просто там, экспедиции должны быть, со смыслом быть, не спортивно там, добежал там и сделал там какой-то рекорд,
а с тем, чтобы вот результаты ее, ну, вообще на развитие были нацелены. Если будет сеть, допустим, предупреждение цунами, если будет активно исследоваться морская биология. И сейчас вот домик, который там стоит, да, он, ну, очень поможет исследователям любого направления. Сейсмологи, вулканологи, ботаники там, или биологи, гидробиологи. Потому что вот те медведи, например, которые мы видели, из-за того, что льда нет, они голодные там, все лето ходят. И вот последний медведь, который нас провожал, он, ну, вообще, его только стрелять можно было. Он, ну, за людьми бегает. Конечно, в палатке жить, да, и изучать там что-то очень опасно. А сейчас вот домик есть, основа для исследований есть, поэтому, ну, надежда есть, что будет это исследоваться. И, конечно, много появилось вопросов и по истории освоения. Вот тот же Алексей Федоров, который упоминается в книге вот Федосеева «Вихрь», что он участвовал в экспедиции Делонга, и у Мельвиля, который, ну, соратник Делонга, который живой остался, потом он вице-адмиралом США стал, он книгу издал очень интересную «В дельте Лены». И там вот этот Алексей из Аляски, и еще Онегин, но явно тоже русская фамилия, упоминается в этой, ну, в его книге. И, конечно, есть, ну, предмет для изучения там, студентам, аспирантам, да, об этих людях, действительно ли они там, ну, с Якутии родом. И есть такие моменты, да, что, например, президент США в свое время отправил золотую шпагу губернатору Якутии. А так как ко времени, когда шпага пришла, ну, в Якутск, губернатор умер, и эту, ну, памятную, скажем, вещи передали императору России. Она где-то хранится в запасниках, там, Эрмитажа, скажем. Но, может быть, поставить через РГО вопрос Русское географическое общество, ну, выставить эту здесь, в музее в Якутии, она, куда она была нацелена, и, ну, чтобы тоже привлечь внимание и населения, и молодежи особенно, вот, ну, к Арктике, вопросам. То есть, ну, комплексно очень много. Мы же испытали и спасательные технологии. Именно показать вот жителям Севера, они же всегда, ну как, на зубок надо попробовать, после этого поверить, там, насколько это работает. Вот плавающие костюмы. Мы сами находились в автономном плавании, еще имели наглость там бросать человека в воду и проводить это учение спасательные. И они показывают то, что есть костюмы повседневные, но могут спасать человека в ледяной воде, если он случайно окажется. И человек может сам, ну, развести костер. То есть для северного человека это шансы выжить во много раз возрастает. Мы испытывали и средства связи, средства геопозиционирования. Тоже такую есть вещь, которая показывает координаты человека. А там в тумане очень легко заблудиться. И можно видеть на смартфоне вот, ну, координаты своих товарищей. И благодаря вот таким технологиям, и вот сами катамараны тоже. Вот если случится нефтеразлив, какой-нибудь танкер сядет там на мель, на Яне там, или на Индигирке, на Колыме, у нас нету судов-нефтесборщиков. А там же один танкер может, ну как, весь рыбный промысел на реке убить. А катер, который здесь в Якутске есть, пока дойдет туда, навигация кончится.
И вот есть предложение на основе вот этих катамаранов сделать нефтесборщики, которые можно на вертолете в любое место забросить, надуть их, и они могли бы расставлять боны, собирать вот эту грязную воду, потому что грузоподъемность очень большая. И даже для сельского хозяйства, да, там перевести куда-то трактор, сенокосчики, например, там, на островах, там, или бензин там, ну, рыбакам отвезти, привезти. Это не надо пароход заказывать. Там, ну, 6-7 тонн вот эта штука берет. У нее мотор стоит подвесной от обычной лодки. Сел и поехал. А так как она широкая и ну, большая, она устойчивая к волне. Это не то, что там на Казанке или на Прогрессе там ездить по морю. Это намного бы облегчило людям бы, ну, и жизнь. Поэтому итоги, они такие многоплановые, над ними надо работать и внедрять. Вот так как-то. Николай Александрович, спасибо за ваш интересный рассказ.